общество абхазское очень активно обсуждает законопроекты, которые спущены в парламент в последнее время, и ряд законопроектов, которые, собственно, там уже находятся давно, но работа над которыми очень вдруг в некоторой части активно ведется, в некоторой не очень. Но о чем я сейчас говорю? Конечно, я говорю о законопроекте об иностранных агентах, я говорю о законопроекте об электроэнергетике, я говорю о законопроекте о взаимном признании между Абхазией и Россией решений арбитражных судов, значит, и вот об организованной преступности, о стратегических объектах, ну, вообще там об апартаментах, об апарт-отелях. Очень много разного рода документов, которые сейчас уже находятся в парламенте. Илья Чичикович, вот ваше отношение к этим документам и вообще к тому, как все это происходит? Касаемо законопроектов, находящихся сегодня в парламенте, да, кажется, что это звездопад законопроектов, который свалился на парламент, он бесконечен, да, потому что почти каждый божий день, в неделю раз появляется какой-то законопроект, который будоражит общество. Но должен все-таки сказать одну вещь. Надо признать ее. Все эти законопроекты не новые. Это масса из этих законопроектов, которые сегодня есть в парламенте, это старые законопроекты, это законопроекты, с которыми сталкивались там и наш 6-й созыв, и 5-й созыв, да, то есть и предыдущие созывы с этим сталкивались. Поэтому хотелось бы вообще понять, почему именно сегодня такой ажиотаж по этим законопроектам. Вот, на мой взгляд, смотрите, что сегодня происходит. Дело в том, что законопроекты даже по той же Пицунде, соглашение по той же Пицунде озвучивалось еще при Сергее Васильевиче Багапище, если вы помните. Да, то есть даже тогда был какой-то ажиотаж о передаче, соглашения там, и всех этих вещей. Потом это как бы успокоилось, потом вновь появлялось. То есть это процесс очень долгий, этих законопроектов. Они видоизменяются. Если сегодня мы говорим, допустим, о законопроекте об апартаментах и апарт-отелях, да, то вчера он назывался просто этот закон о недвижимости, да, об обороте недвижимости. Это идентичные законопроекты, которые появляются и исчезают. Дело в том, что между властью, между там, инициативами власти или вот такими законопроектами всегда находился парламент. Всегда вот этот как буфер парламент всегда пресекал или спорил по тем или иным вопросам. Парламент всегда отстаивал позицию государственную, и ему это удавалось сделать на протяжении долгого времени. Поэтому эти законопроекты в таком виде не выходили в народ, и люди в основном не знали, что как бы обсуждаются вот такие сложные законопроекты для страны. Сегодня, мне кажется, произошла вещь, которую мы должны все вместе оценить и понять. Сегодня парламент оказался слаб перед лицом всех вот этих законопроектов. То есть парламент оказался не готов к такой массе, не готов отстаивать многие интересы, или, по крайней мере, не так серьезно отнесся к значимости этих законопроектов. Но так или иначе, эти законопроекты поэтому и имеют такой ажиотаж сегодня. Все эти законопроекты, о которых мы говорим, они взаимосвязаны. Мы должны понять, что это не отдельный законопроект, который регулирует отдельную часть какой-то там деятельности. Да? Это законопроекты целенаправленно регулируют совершенно другие вещи. Попробую привести пример. Допустим, что должен сделать законопроект об апарт-отелях, если мы говорим о нем сегодня. Законопроект об апарт-отелях должен разрешить, да,
заселить Абхазию иностранными гражданами. Первое. То есть мы фактически разрешаем гражданам иностранного государства проживать на территории Республики Абхазия. Вроде ничего страшного и нету, вроде бы. Но вслед за этим идет закон об инагентах. Я сейчас могу порядок как бы не соблюдать, да? У нас есть закон об инагентах, который делает другую вещь. Он должен закрыть рот людям, которые могут высказывать свое мнение, людям, которые не согласны с некоторыми законопроектами, людям, которые вообще, а это и интеллигенция, это и грамотная часть населения, и это думающая часть населения в основном. То есть этот ярлык можно повесить не только на врагов государства, а можно повесить на любого человека, который высказывает свое мнение. Да? То есть это сделано для того, чтобы повесить ярлык. Вот сегодня он на слуху. Это одна часть населения. В парламенте также лежит, пока не рассматривается, но я говорю, пока мы к этому вернемся, также лежит такой же законопроект, который называется об организованной преступности. Этот законопроект, то, как он написан, должен сделать то же самое. Он должен закрыть ту часть населения, которая является там улицей, да, которая может влиять на какие-то вещи на улице. Да? То есть там тоже можно повесить ярлык. Можно повесить ярлык вора, ярлык смотрящего, ярлык человека, организатора преступной группировки. Да? Без суда и следствия. Все, о чем я говорю, да, нет никаких судебных решений. Да? Это все, вот захотели мы клеймо поставить, поставили клеймо. Все, это другая часть населения. Вот мы с вами справляемся с одной частью, потом с другой частью населения. Да? Недавно, если вы помните, было соглашение, попытка подписания соглашения с Росгвардией. Почему? Потому что все недовольные должны были бы тут ходить из-под палки. Допустим, если в Росгвардию вошла то, как это соглашение было написано, это означало, любое инакомыслие можно было бы подавить, любой бунт инакомыслия можно было бы подавить. Это то, о чем говорилось соглашение с Росгвардией. Ресурсы Абхазии, это закон об энергетике, который отнимал бы ресурсы в Абхазии. Закон, который гласит о взаимном признании судебных исполнений. Это вопрос коснулся бы многих коммерсантов, с кем сегодня есть споры там, с российскими коммерсантами или еще. То есть все эти вопросы решались бы не на территории Абхазии, решались бы эти вопросы за территорией, решались бы так, как хотят там те олигархи, которые хотят как раз-таки скупить ресурсы и успокоить население. То есть все эти законопроекты приведут только к одному, к обезличиванию нашего государства, к тому, чтобы отнять наши ресурсы, к тому, чтобы привести нас в состояние, когда мы не будем способны не защищать свой интерес как государство и вообще потерять свою идентичность. Да? То есть нас из людей, из народа, из государства хотят тихо превратить нас в общество послушных исполнителей. Молчащих. Да, и еще молчащих. Вот мне кажется, как бы, если коротко, если не останавливаться подробно на всех этих законопроектах, вот к чему должны привести эти законопроекты. И сегодня это делается целенаправленно. И все, что я сегодня говорю, делается целенаправленно руками наших депутатов. По крайней мере, попытка сделать это руками депутатов, она существует. И подписанное соглашение о Пицунде и некоторые законы, принятые в тот день, как раз-таки говорят об этом. Почему сейчас так сильно давят? Ну, потому что почувствовали, что парламент слаб. Парламент не смог принять нужного решения. Парламент пошел на некоторые нарушения. А если парламент это сделал один раз, значит, возможно, это пройдет второй раз, третий раз. Да, мы можем сказать, что многие соглашения не прошли, допустим, то же соглашение по Росгвардии, да, или многие законы не приняты до сих пор. Да, это так. Но они видоизменятся, придут в том или ином качестве. Сперва пройдет один какой-то закон, сейчас муссируются очень сильно законы об инагентах, создавая там образ внутреннего врага
И, естественно, все эти вопросы, просто очередность не настала других вопросов. Все эти вопросы по очереди найдут до своего логического конца. Вот к чему мы пытаемся сегодня прийти. Принимаете законопроект. Все, больше у меня нету никаких аргументов для того, чтобы хотя бы оправдать один из этих законопроектов. У меня их нету, я и общества их не вижу. Но сейчас фактически получается, что парламент тут последний рубеж, да? Если парламент будет пройден, то в принципе можно говорить о том, что важные вещи, которые обозначают государство, которые обозначают Республику Абхазия, да, ее суверенность, независимость, ее атрибуты как государства независимого, но в принципе, возможно, они будут сохранены номинально, но государство и народ, который его населяет, это видоизменит, правда же? Нисва, я еще раз хочу все-таки повторить, что парламент всегда был тем органом, который являлся и защищал те интересы, о которых я говорю. Эти вопросы не стоят перед сегодняшним парламентом только. Эти вопросы стояли перед всеми остальными парламентами. И депутаты всегда умели отстаивать этот интерес, а президенты, скажем, которые там выносили это, да, умели понимать, что отстаивается, и умели... То есть это своего рода был дискус, при котором выходила правда, и люди понимали, где интерес государственный, где интерес негосударственный. Да? Поэтому эти вопросы до сегодняшнего дня, ни один из этих вопросов не был принят. Хотелось бы и к депутатам обратиться. Они действительно являются последним рубежом. Что бы мы ни говорили, как бы мы там не гнобили их после 26 числа и не говорили всякие вещи, это легитимный орган, это единственный орган, который может противостоять таким вещам. Если у них это не получается, дальше это только революция. Да, мы должны это понимать. Потому что законный способ существует, законный способ это депутаты, незаконный способ это все остальное. То есть фактически они могут спасти страну, конечно, они обязаны спасти страну. Их выбирали люди именно для этого. Они не являются, не являются депутатами Аслана Бжаня, да, не депутатами там конкретных людей, и не их интересы они должны защищать. Они там находятся для того, чтобы защищать интерес государства. Знаете? И аргументированно защищать, а не просто нам так хочется. Да? То есть есть аргументация ко всему этому. Если мы идем по пути убрать уничтожение государства, да, тогда мы сегодня на правильном пути. Если мы хотим все достигнутое нами за ближайшие 30 лет после военного времени свести на нет, то путь сегодня правильный. Следующий вопрос, который я хочу затронуть, пользуясь тем, что мы беседуем. Нота протеста МИДа России. Да, это последние несколько дней, но мне кажется, что только ленивый не высказался на эту тему. Инал Ардзинба, министр иностранных дел, был в парламенте, он был приглашен в парламент, где прошла такая, скажем так, закрытая встреча. Ваше мнение? Я не спрашиваю о том, есть ли нота протеста или нет. Вообще, в ситуации, когда такого рода серьезный документ из одного государства приходит в другое, и почему-то о нем, официальные структуры молчат, но это же о чем-то говорит, да, как вы думаете? Нисва, по ноте протеста я выступал, по-моему, сразу после заседания сессии, на котором были приняты некоторые изменения в конституционные законы Республики Абхазия, и было подписано соглашение. Я тогда четко сказал, что в таком виде уважающие себя люди вряд ли примут такой документ. По-моему, это мне на самом деле
не весело от того, что я это сказал, это произошло. Это факт, да, но, по-моему, эта нота как раз свидетельствует об этом. И я считаю, что вообще в новейшей истории Абхазии я не помню случая, когда дружественное нам государство на таком высоком уровне указывает нам о наших же ошибках, которые мы с вами совершили, законодательных ошибках. Это очень серьезная пощечина. И я тогда и сказал, и сейчас скажу, я не знаю, как государство наше будет выходить из сложившейся ситуации. Я, честно говоря, вижу выход, но этот выход вряд ли кого-то устроит, понимаете? Потому что так к документам и межгосударственным договорам, соглашениям и собственной конституции, собственным законам относиться нельзя. И ответственность депутатов там остается. Я бы еще добавил. Дело в том, что это то, что произошло, я не хочу никого сейчас говорить о том, что виноваты только депутаты. Но мы забываем, что депутатов выбирали люди, и они не все являются юристами, да, то есть по профессии. Они могут какие-то вещи не понимать. Я это тоже прекрасно понимаю, я был депутатом, но для этого существует целый штат юристов. Допустим, их не было в то утро в парламенте, в связи с определенными событиями. Но там присутствует министр юстиции, спецпредставитель президента, который должен был понимать все эти законы, к чему они приведут, какую законную силу они имеют, да, и, по крайней мере, информировать депутатов. И это тоже большая ответственность. Мы как бы все взвалили на плечи только депутатов, но это не так. А чем занимался спецпредставитель президента? То есть это с его разрешения, он находился на сессии. Я утверждаю, что он находился на сессии. Он участвовал в создании этого документа. Получается, его все устраивало, а потом вдруг следом приходит с Российской Федерации к нам нота, в которой говорится, что, ребята, обратите внимание на свои ошибки. То есть законы Республики Абхазия не соответствуют принятому соглашению, и принятое соглашение, то есть существует противоречие между международным соглашением и законодательством Республики Абхазия. Кто это допустил? Что, мы виновных не хотим найти? У нас что, только все остается на уровне депутатов? Это не так. Я хочу вам напомнить, что этот документ в то же утро подписал и президент, который является гарантом Конституции. Разве эта нота не бьет по президенту? И там целый штат юристов. И там целый штат юристов. Что-то я не слышал их голоса. Что-то я не слышал, что кто-то из них сказал, что нельзя принимать такой документ. Это плохая вещь. Такую вещь допускать нам нельзя. Еще раз повторюсь, у нас не было за всю историю такого провала в международных вещах. Не было такого провала. Вообще уважающие себя люди, и юристы, и все остальные должны уходить в отставку, когда такое происходит. Если они осознают, что произошло, то они должны уходить в отставку. А теперь в контексте всего сказанного я еще хочу остановиться на вчерашнем выступлении президента. Я не буду комментировать вообще все выступление, да, все, потому что складывается ощущение, что люди не те грибы употребляют в пищу. Вот. Но хочется сказать одно, с чем я точно согласен с президентом, абсолютно точно я с ним согласен, когда он обращается к правоохранительным органам и говорит, что у нас есть внутренние и внешние враги. И с внутренними врагами надо бороться, потому что из-за этих внутренних врагов у нас портятся отношения с нашим единственным стратегическим партнером. Я хочу обратить внимание этих правоохранительных органов.
После всего, что я сказал, после того, как президент подписал документ, который пришел, и пришла нота, которая говорит о том, что подписанные и принятые ваши документы противоречат и не соответствуют, после всего этого как раз-таки не надо искать внутренних врагов. Внутренние враги, они найдены. Я всегда говорил, что будете хорошо искать, вы идите на самих себя. Мне кажется, президент вчера вышел наконец на самого себя и указал и прокуратуре, и судебной власти, что надо делать. Вот в этой области, если они поработают, да, это будет польза только государству. А депутаты, если они хотят исправить все, что было сделано, да, могут только одно единственное правильное решение принять. Выразить свое доверие или недоверие президенту. Если мы пойдем по этому пути, из нас получится государство, которое умеет отстаивать свои интересы. А если мы не будем идти по этому пути, да, то значит, у нас и нет государства. И ничего мы отстаивать не можем, мы всего лишь делаем вид или не хотим.